Доброе утро. Сегодня что-то ночью долго заснуть не мог, но все равно сейчас 10 доходит, 9, полдесятого. Настроение хорошее, погода хорошая, ветряки крутятся. Значит, живем. Козлики здесь кричат, гуляют. Заехал позавтракать. Прям в то же заведение, здесь хорошо. Риса бери сколько хочешь, Мифана. Мяса много. И все за 20 юань нормально можно наесться от души. Я вот думаю, что за скрип такой? Вот помните, мне уже устанавливали ребята вот эту систему. Они же пневмо работали этой, пневмоинструментом, автоматикой. Вот минус пневмоавтоматики. Один шатун чуть не слетел. Теперь вот этот надо затянуть. Я думаю, что за скрип такой? Вот сейчас вот немножко подтянул его нормально. Поэтому никогда не работайте пневмоинструментами с такой техникой. Надо всегда чувствовать затяг. Ребята, видимо, это еще не поняли. Может, им отзыв написать. Да поймут ли они там на гугле. Вот. Ход лишний, сколько там был. Оба! Ну, сейчас, может, получше. Не, скрип все равно не прошел. Именно при кручении идет скрип. Такое ощущение, как будто там трещина в раме. И вот эта трещина играет как будто. Не дай бог. Сейчас вон там, вот внизу Сичан уже город. В долине небольшой. Погода вообще классная, мне нравится. Сегодня не так жарко, немножко облачность. Маленькая такая. Не сильная. И солнце немножко прикрывает. Вот то, что нужно. Здесь вино продают, вино делают. Да-ка, попробую, какое вино. Помните же, я еще в Чили не пробовал. Уксус пробовал, точнее. Сейчас здесь надо попробовать. Что такое? О, нихао. Это вино, да? Да. Да. А попробовать? Можно попробовать? Шуя. Да. Ну, шуя. Не шуя. Попробовать. Чуть-чуть. Да, немножко попробовать. Понюхать. Да. Во. Чуть-чуть. Оп. Да.
Нет, то же самое. Не-не, все. Не, виноделы из вас плохие китайцы. Плохое вино. Ладно, все. Спасибо за пробник. Плохое вино. Слишком сладкое и уксусом отдает. Все, я в Сичане. Надо какой-нибудь веломагазин мне найти. Мне нужно приобрести колодки тормозные. Потому что я не уверен, что я в Ченду заеду. Возможно, я поеду по горам. Поэтому, если есть возможность, надо найти их. Капец, сейчас у меня карту заживал в автомате. Хорошо, что я хоть в банке тут сейчас пошел чувак спрашивать это техподдержку. А если был бы на трассе где-нибудь, то все. Все, достали карту. А там все стерлось, Васильев Никита, все стерлось. Он сверяет с моим паспортом, что это моя карта. Я сейчас позагружал серию, посидел. Wi-Fi здесь вообще быстрый был. Ох, устал я. Надо ехать дальше. Выезжать из города. Вот у меня все спрашивают про руль-бабочку. Классная вещь, классная штука, я доволен, что ее приобрел. Как я уже говорил, амортизация присутствует вот здесь вот с этим хватом. Конечно, наверное, рули разные, разная структура. Когда я покупал этот руль, вы же видели, у меня был еще другой вариант. Он был потяжелее, японский, как мне сказали. Но я привык к этому рулю и вообще доволен. Для дальней дороги самое, что нужно. Много хватов. Привыкаешь ко всему. Но он реально удобен. Ветер хорошо хоть попутный. Все, сейчас взял балдюшек на вечер, когда я их еще поел. Надо наедаться вкусно вечер.
Сейчас зелененького чайку бахну. И где-нибудь здесь уже расположусь. Поставлю палатку. Сейчас 95 километров проехал. Ну, почти норма. Без 5 километров. Все, доброе утро. Время 10. Ночью неожиданно дождик пошел, я не ожидал. Такой он маленький накрапывал и всю ночь накрапывал. Вот только закончился. Снова очередной город. Надо Мянктяо покушать с утреца. Сказка про речку с китайскими лицами. О, Куцак. Сейчас позавтракал Мянктяо, еду дальше. Сейчас пообедать заехал. Сил нет уже что-то. В ногах свежести нет. Сил нет. Ехать вообще кайфа никакого нет. Удовольствия. Едешь как в тягость все. Сейчас заехал пообедать сюда. Хоть единственная радость еда, хоть моя. Поем риса заказал. Скоро надо бы денек отдохнуть где-нибудь. Посмотреть. Фух, сейчас поел, чаю зеленого попил, хорошо, получше стало. Прям жар такой. Температура не жаркая и не теплая, я бы даже сказал. А мне еще выше ехать. Будет еще похолоднее. Зеленый чай всегда как-то вставляет по-особому. Ноги ватные, сознание чуть-чуть плавает. Особенно когда много его пьешь. Для дороги, конечно, не лучший вариант. Не самый безопасный. Вот сейчас у меня жопа виляет тут, ходит. Жопа велосипеда. Имею в виду. Уп, какой лямбузин нашел. Старый китайский. О, нихао! Блин, чай вообще тема. Только я не посмотрел, что за упаковка была. Надо такой купить. Он как обезболивающее какое-то действует. Все, пофиг становится. Дорога. Китайцы смешными кажутся. Они тоже надо мной ржут, угорают. Так и живем. Опачки. Какие вещи.
А я снег увидел. Вон гора. Не знаю, видно, нет. Вот там снег. Давненько я снежка не видел. Чаваш пати пошла. Значит, скоро веселуха будет. Эта высота-то там небольшая. Ну сколько? Сейчас примерно 2 доходит. 2000 метров. Ну там, 4000 метров, грубо говоря. Нормально. Вот как раз на ту высоту еду. Меня этот снег прям так взбодрил, так вдохновил на дальнейшую дорогу. Какое-то разнообразие. Я давно уже снега не видел. Когда последний раз снег видел? Так. Наверное, где-то в Казахстане в прошлом году, год назад. Не соврать. Да, наверное, где-то в Казахстане. Ну, Киргизию вы помните, по фотографиям я как штурмовал перевалы, там все в снегу было. Там метровая толщина большая снега была, снежного покрова. Спустился, уже там снега внизу не было, в Бишкеке. Потом Алмата. Ну вот, Алмата, наверное, где-то там. Хотя нет, я же на сопках видел снег. Казахский мелкосопочник, вот там я видел. Там плеши такие. А, Усть-Каменогорск, там же еще снег был. Чуть-чуть лежал в затененных сторонах холмов. Да, точно, все. Буйволы здесь резвятся. Малыш! За мамку прячется. Ой, дождичек пошел. Блин, люблю я такую погоду. Она прям придает мотивацию, дает. Во. Не скучно ехать просто по там хорошему асфальту. Скучно ведь. А так хоть разнообразие. Скоро снежок пойдет. Вообще будет супер. Козинак из кедровых орешков. Вообще вкусная тема. Первый раз такой ем. А то тут все арахис. Что такое семечковый семечковый козинак? Они не знают. Это вообще в Азии. Арахис один. А у нас арахис дорогой. Сколько там? Полтинник, да, стоит? Арахисовый козинак. Вот тут орешковый. 4 юаня всего стоит. Ну, не 2 штуки, я уже съел большую часть. Почти все съел. 2 осталось. Зарядка мне нужна, питание. Сейчас под мостом стою. Малеха, дождик усилился. Уже подштанники надо надевать. Вот, дожди на затяжной, походу. Экипировался, можно ехать. Какой ливень пошел-то. Ну, вроде прошел. Даже солнышко чуть-чуть выглянуло. Ну, здесь буйволяшки непослушные. Вот здесь уже другая народность какая-то живет. Уже на домах узоры другие. Нигде такого не видел.
Либо буйволы, ну, рога, головы, либо вот такие, как волны. Этим хорошо, эти по туннелю, а мне туда, потом туда и 2 витка вот так вот. Такой классный воздух после дождя, мне нравится. Плюс высота еще. Как здорово здесь, а как я давно мечтал о таком. Безлюдные горы, как в Таджикистане или в Киргизии. Здесь везде люди надоели уже. Аж раздражать начинают. Здесь вот природа, горы, ничего больше и не надо. Сейчас на перевальчик заеду. Маленький. Ну не сейчас, еще один виток. Вообще классно будет. А вот походу это перевал и был. За каждым перевалом все севернее и севернее. Там я смотрю уже снега побольше на высотах. Через камеру не видно. Здорово, вот это мне нравится. Все уже здесь югами не пахнет. Здесь уже как таежный лес такой. Хвойные. Ох, как здорово, тишина. Вот в таких местах надо жить. В таких местах можно очень долго жить. Можно 100 лет прожить. Никаких нервов, никакого шума. Все же от нервов. И в дороге никак вообще тяжело с этим справляться иногда. Ну сами понимаете, сил нет. Дорога еще длинная. И психуешь по каждой фигне там на дороге. Кто-то подрезал, кто-то не пропустил. Хотя должен был. Не могу я как-то на это нормально реагировать. Хотя сам себе говорю: Никита, успокойся, успокойся. Это все мелочь, это вообще ни о чем. Чтобы на такие вещи обращать внимание. Это не стоит того. Поэтому дорога — это всегда лучше любого университета. Здесь ты предоставлен сам себе, нет никаких наставников. Работаешь, трудишься над собой. Это замечательно. Я вот уже сколько путешествую лет, а все равно все над собой тружусь. Нахожу изъяны, которые мне не нравятся. И над ними работаю. И это дело настоящего мужчины, настоящего человека. Я без скромности скажу. Это путь сильных. Хорошо сидя дома, конечно, когда никуда ехать не надо. Каждый день знаешь, что будет завтра. А здесь не понимаешь, не знаешь, где ты ночевать даже будешь. Армия — это детский сад по сравнению вот с этим. Реально детский сад. Там накормят, спать уложат. Тут говорят, школа жизни. Мне так смешно. Какая армия, школа жизни? Это детский сад. Фух. Ну, конечно, для того человека, который кроме армии ничего не видел, наверное, это школа жизни, признаю. Я не осуждаю, ничего не говорю. Всякое, у всех жизнь разная. Просто мне, как человека, который был в армии, ну, это смешно просто. Детский сад. Там ты не думаешь, мозги отключаешь, лучше вообще не думать.
А то могут думалку отбить. Инициативу. Поэтому это все мелочи. Давайте наслаждаться. Кстати, о, как козлятины пахнет. Это хребет был водоразделом, сейчас речка будет вниз, и буду вниз по речке ехать, не наверх, а вниз. Вон снега. Холодно. Не, сейчас, видимо, еще будет маленький перевальчик. Это как плато такое небольшое. Не плато, горная долина. Высота 2000 метров. Нравятся мне такие деревушки горные. Жестокий здесь забор. О, Нихао! Вот у меня национальные костюмы. Уборы, точнее, головные. И мне нравится, что они детей носят сзади. Так здорово это. Дети впитывают сразу все с детства. Не в комнате сидят, на полевых работах вместе. Ребенок вырастет здоровым. Главное не ронять его оттуда. Но там все продумано. Сейчас будет туннелька скоро. Ну вот это точно будет сейчас водораздельный хребет. А то я всегда спешу с ним. Хочется быстрее проехать. Тут ведь веками выкладывали вот эту кладку каменную для огородов. Тут все поделено так квадратами, если сверху смотреть. Йоу! Судя по этому постеру, здесь сверху сель сходит и походу расселяют дома, потому что на каждом доме почти здесь это нарисовано. Тут висит этот постер приклеен. Печалька. Ну там видно, вот там за хребтом, как раз где я приезжал, фоткой снимал-то, там видно, что сель сходит. Камней очень много. О, какой здесь
запах просто. Как баньку топят дровами. Вон, везде дрова. Тут уже холодно у ребят, они дровами все топят. Ну, вон туннель уже. $1240 Может, посмотрим сейчас там, что будет за туннелем. Может, там и холоднее уже будет. Мне прям интересно. Да вроде так же. О, снег, снег, снег. Вот теперь я буду ехать вниз. Да, вершины все снежные. Ха-ха! Какая красота, просто божественная. И в голове у меня сразу все всплывает. Средняя Азия, Кавказ. Когда я ездил по холодным горам. Вот это горы, они должны быть холодные, не жаркие. Так, сейчас только Утмал километр проехал. Еще 40 до нормы. Да и надо ниже спускаться, тут холодно, ночевать будет. Вот дождик пошел здесь. Постою, подожду. Смотрю, там впереди вообще весело. Дождянский здесь, затяжной какой-то. Туч много. Там даже видно вот за хребтом проясняется, а здесь задерживается все. В общем, я посмотрел, это был вообще не перевал. Перевал у меня впереди. Еще и ветер встречный, холодный. Капец похолодало. А впереди еще выше перевал. Сейчас достал вещи теплые, сейчас переоденусь. Мьянгтяо там заказал. Горяченького лапшички поесть. Ох. Чувствую, сегодня в перевал. Ага. В ночь поеду сегодня на перевал. Сейчас пока посижу, время уже подходит. Поел. Сейчас не знаю, что делать. Либо здесь заночевать, потому что дальше выше. Но если ехать дальше до последнего, в темноте в перевал. Сейчас, если места будут хорошие, заночую. Палатку поставлю. Что-то дубак вообще замерз. До ближайшего города Мьянчэнг. Это то, что за перевалом. Где-то 65 километров. Я вот думаю, до него доехать. Я еще перчатки потерял. Знаете где? В
в Таиланде, когда из Паттайи выехал. Помните, наверное, в первый же ливень, в первую же ночь, в первый же ливень попал, когда выехал из Паттайи. Так вот, они у меня промокли, я их выложил, а засунуть забыл. И в спешке поехал. И моя зеленая шапочка, знаменитая, с моими перчатками, лежат где-то в тайском лесу. Обожаю я эти сумерки, особенно в горах. Что-то дождик усилился. Неохота промокнуть и замерзнуть. Сейчас посмотрю, здесь места. Места есть, вон вниз только спускаться неохота. А надо. Тут не спуститься сейчас еще. Обрыв такой нормальный. Хотя сейчас что-то нашел вроде. Дождь совсем уже в ливень превратился. Я нашел место под хайвеем возле колонны. Он. Вот, фонарик слабый этот. Палатку решил не ставить, прям сразу этот коврик постелил. Тут хоть дождя нет, хорошо. Коврик постелил и на него спальник. Я надеюсь, не околею сегодня ночью. Перевал на завтра оставлю. Ой, доброе утро. Солнышко встало где-то за горами. Мне тоже надо вставать. Ох. Не ахти, конечно, поспал. Как полудрем такой. Но лучше, чем ничего. Спальник не тянет, уже холодно в нем все равно спать. Вон уже местные начали шарахаться. Наверное, думают, что за тело здесь лежит под колонной. Собаки, наверное, еще больше удивлен. Собаки. Ох, такой кайф ощутить солнышко на своем лице. О, отогреваться надо.
Я, наверное, сам как китаец сейчас. С опухшим лицом. Офигенная погода. Сейчас, наверное, градусов 5. По мне так. Пар идет. Наверное, 5 пятерка есть. С плюсом. Снег уже совсем близко, вон шапочки, легенькие шапочки снежные. Давно я такой морозец не ощущал, я могу об этом бесконечно говорить. Мне так нравится. Вот у них всех такие узоры здесь. На всех домах почти. Кроме новых, вот. Не успели, видимо, заштукатурить. Вот такие волны. Как будто они жили возле моря когда-то. И бычьи рога сверху, буйволиные. Оу, привет! Привет, hello! Красавцы! В школу! Привет! О, ниха! Хотя не ниха у них, я не знаю на их языке как будет приветствие. В школу дети. Тоже хочется что-то в школу, в садик куда-то, такая солнышко светит. Алло, привет! Красавцы! Здорово здесь жить, я не знаю. Так добро здесь, добродушно. И зачем эти города? Все, солнышко накочегарило уже. Кисти отогрелись. Руки. Все, скоро уже будет перевальчик. Наконец-то водораздельный. Уже близко. Вот детёшки. Оу! Собаки. Hello, hello. Насколько я понимаю, вот теперь вниз. Вот он водораздел.
Высота показывает 2600. Ух, я задубел. Ух, как холодно. Опасная бетонка, много трещин всяких, сильно не разгонишься. И еще на тенистой стороне, где мокро, там лед немножко. Там видно. Фу, здесь еще холоднее. Дорога еще идет по тенистой стороне. Вообще дубак. Сейчас остановился на солнышке, хоть погреться чуть-чуть. О. Наконец-то дорога на тот берег идет. Хоть по солнцу ехать теперь буду. Ух, здесь уже потеплее. С каждым километром все теплее и теплее. Пласты такие.
лопасти везут. Лопасти от этих ветряков такие здоровые. Особо радует, что я с весной сюда врываюсь. Отпускаются почки, появляются листья на многих деревьях. Не считая хвойных, конечно. Замечательно. Прям стою здесь уже сколько, наверное, минут 20 с полчасика. Наслаждаюсь солнышком, греюсь. Как и природа, птички поют радостно. Сколько запахов разных. Обалдеть. Я так себя давно не чувствовал хорошо. На югах неинтересно. Все однообразно, погода одинаковая. Жара круглый год. Скукота, в общем. Я не понимаю, когда можно жить годами. Я холоднолюбивый, я люблю холод. Как бы тяжко не было в холоде, но именно тогда чувствую жизнь. Именно сейчас. Ну, сейчас уже тепло стало, все ниже, уже тепло. Уже жарко, надо куртку снимать. Вон сколько соцветий. Вот и мандарины пошли. Мандарины просто вкуснейшие здесь. Я таких еще не ел. Я уже почти в городке, вот он. Мне надо какой-нибудь веломагазин найти. Мне нужно колодки запасные купить, 2 пары. А то впереди горы, городов ближайших вроде как нет, насколько я посмотрел. Не хочется так, как в Средней Азии. Кто помнит, я с 1 парой колодок ездил. И то почти стертых. Короче, с плохими тормозами. С перевалов спускался. Сейчас пока нормально еще едет. Но все равно надо. С 2600 я спустился до 900 метров. Спуск был довольно-таки крутой. Перепад большой.
что-то ездил по центру, никак не нашел. Хотя по-любому есть Джант или какой-нибудь магазин нормальный. Ничего нет. Сейчас поищу какую-нибудь гостиничку, отдохнуть. Надо постираться мне, я вообще давно не стирался. С самого Куньмини я не стирался. Во. Сейчас в чайную зашел, зеленого чайку взял. Он. За 20 юань вышло. Вот тут вначале какой-то очень дорогой чай хотел мне впарить. Получается за 100 юань вот эта пачка 2 чая. Вкусно пахнет, я хотел вначале взять, но смотрю, ценник очень дорогой. А это за 20 нормально. Короче, нашел какую-то гостиницу, не знаю. Один день стоит сутки 138 юань. Пытался с ними сторговаться, но получается, что послезавтра уехать утром за 150. Ну, блин, что-то они ни в какую. Что-то не хочу я такие деньги тратить на это. На сутки. Ни то, ни сё получается. Поэтому, наверное, может дальше поеду. Так, короче, посмотрел в Booking.com за 60 юань, никак не могу найти, здесь езжу, вообще уже психовать начинаю. Придется опять в тот же, что ли, возвращаться за 138 сутки, да хрен с ним тогда, сутки останусь. Блять, что-то меня напрягать начало. Вот нашел, оставайся. Куда вот, что искать тут в Китае? Тут хер что найдешь, только нервов потеряешь, я не знаю. Сейчас опять в тот же еду, за 138, который сутки. Сейчас заехал в Янтяо покушать. Подумать над своим поведением чуть-чуть. Да и кушать охоту сюда. Я тут смотрю, здесь такие чекули проходят, какие-то китайские иногда вообще. Можно прям жениться здесь же. Все, я снова здесь. Вон там даже московское время показывает. Паспорт, теперь у меня зато будет бумажка, я могу ее полицейским показывать, что вот я останавливаюсь каждые 24 часа. Все. Фух, все, поднял вещи. Да, тоже неплохо за 138. За 138 юань. Сутки. Плюс еще завтрак есть. Сейчас стираюсь. Почти постирал уже все. Решил сам все постирать в раковине, чтобы их не тревожить там. А то пока объяснишь, что тебе надо постираться. Вот что минус у них здесь, воды горячей нет. У них здесь теплая вода. Ну вот я купался, теплая вода, у них электрические все эти нагреватели же все. Кто-то истратил, а мне не хватило. И вот стой под теплой водой. Надо вспышку ловить, когда она горячая, а когда никто не пользуется.
Так, все постирал, все в порядке. Вечерком и фильмец посмотрю. Что я скачал, там тоже советский фильм. Сейчас надо за мандаринами сходить, раз уж они такие здесь вкусные и дешевые. Вот. Килограмм, сколько, 5 юань всего стоит, ну те я купил. Их, конечно, можно все пособирать, поотрывать с деревьев на обочине, но в прошлый раз, когда ехал по Китаю, я так и делал. Ел яблоки, прям ночевал под яблонями. Здесь не охраняют в Китае, здесь нормально. Но китаец меня спросил сполна за это, наверное. Я думаю. Вот. Поэтому надо уважать землю, уважать людей. Их труд. Благодарить их. Честно. Все делать честно. Вот. Тем более дорога у меня еще длинная по Китаю. И сложная. Это не равнина. Поэтому нужно вести себя хорошо. Че там все лайкаете. Когда фоток дорвался, хоть выкладываю. Wi-Fi так себе, как всегда. Уже темнеет. Ладно, пошел я. Хватит болтать. Чай зеленый. Вообще чай зеленый, кстати, тема. Я для себя его открыл. Вот не зря китайцы зеленый чай пьют. Они всегда с термоском ходят. Я думал, что они так тут с термосом ходят? Что они чай так чаевничают? Для здоровья полезно, оказывается. У меня тоже есть термосок. Так что я рыжий, что ли? Ой, ну все, отдыхать, спать. Доброй ночи. Хотя время еще 10, но мне еще надо серию клепать. Вот она трасса, по которой завтра поеду.